Первым внимание на разрушенную мечеть обратил работник заповедника Игикал. Зияудин Гуражев написал письмо директору, на сигнал отреагировали, реставрации дали зеленый свет. Сам мужчина вместе с семьей живет недалеко от культурного объекта, намеревается возносить молитву в восстановленном доме Аллаха. Людям интересна своя история, культура. И это будет, я полагаю, объединяющим таким фактором, что мы сегодня одну из древних мечетей, имеющую архитектурный памятный вид, возведем в былую, прежнем виде, восстановим его. Мечеть построили еще во второй половине 19 века, однако разрушили в 1944-м при депортации ингушского народа. В этой небольшой комнате жил имам. Сейчас здесь планируют сделать место для омовения. После возвращения в 90-х началось возведение стен, но затем строительство было заморожено. Аварийно-восстановительные работы начали 3 недели назад. Стены уже стоят, закончили внутреннюю отделку, впереди внешняя. Вот этот фрагмент, участок вот этого стены, это башня, которая была до мечети. На основании этого башни была построена эта мечеть. Это постройка 12-13 века. Мы видим вот эти два фрагмента стены, который сохранился до наших дней. И мы видим по структуре швы, которые здесь мы видим, это старая чеканка, это которые делали наши предки. На альтруизме здесь трудится 4 человека. С 7 утра до поздней ночи, без выходных. Это по-настоящему командная работа. Услышав о реставрации старинной мечети, многие помогали с уборкой мусора и камней. А здесь десяток добровольцев поднимают балку для крыши. Их 8 штук. К восстановительной работе из Испании пригласили Рамзана Султыгова. Реставратор сразу откликнулся. До этого мастер занимался восстановлением древних храмов, замков и бывших домовладений баронов в Испании и Европе. Опыт есть. Сегодня же, основываясь на одной лишь фотографии, специалист старается, чтобы мечеть была в точности, как прежняя. Раствор делают максимально близкий к оригиналу. Даже камни используют те, что были на месте разрушения. У нас сейчас есть сложности с поиском черепицы, потому что там мы нашли фрагменты черепицы, производство которого было во Владикавказе, и производитель этой черепицы по фамилии Глотов. То есть мы для реставрации, скажем так, для восстановления, прежнего вида, мы должны использовать именно тот материал, который был, чтобы это не было новизной. В аварийно-восстановительной работе участвовали несколько десятков фамилий. Люди помогают, приобретают необходимые материалы. Никто сбор не открывал, рассказывает Рамзан. Все усилия в реставрации прилагаются ради довольства Всевышнего. Я покинул свою родину, жил на чужбине, пережил и холод, и голод, и трудности. И 26 лет я делаю себе имя каждый день. И я не позволю, чтобы мое имя пачкали в каких-то там сборах денег. Я лично, не те, кто там в этом деле участник этого дела, этого проекта, мы никакие сборы не объявляли. Когда старики не могли приехать, они мечтали там положить камень, я лично сам в салфетке отправлял сюда на равнину камень, чтобы они его потрогали, почистили, прислали обратно, и мы этот камень ложили туда от имени вот этого человека. Не только мечеть, но и культурный объект. Игикал пополнится еще одним историческим памятником. О сроках завершения работ говорить пока рано. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24.